На несколько дней Сухум превратился в эпицентр женского лидерства. Международный женский форум «Абхазия-2026» – это не просто деловая площадка, а большой юбилей. 25-летие отмечает организация «Деловые женщины Абхазии» под руководством Юлии Гумба. Проект, зародившийся в начале 2000-х как ответ на суровые вызовы послевоенного времени, за четверть века трансформировался в серьезный экономический драйвер для женщин-предпринимателей. В самые сложные послевоенные годы мы взяли на себя миссию помогать женщинам, обучать, продвигать, оказывать юридическое сопровождение их маленькому бизнесу. Мы не просто поддерживали их, мы старались создать условия, которые потом помогли бы женщинам идти вперед. За эти 25 лет мы прошли путь, который можно измерить и цифрами. Если в 2001 году количество индивидуальных предпринимателей женщин было чуть более 200 человек, то уже к 2026 году их число выросло почти в 11 раз. Это не просто статистика, это качественный и количественный рост женского бизнеса. От первых скромных проектов до зрелых, конкурентоспособных компаний, которые сегодня работают на внутреннем рынке и выходят на международный уровень. Высокий статус форума подтвердило участие первых лиц государства. Президент Бадра Гунба в своем выступлении подчеркнул, в абхазской традиции женщина всегда была хранительницей очага, но именно в годы блокады на ее плечи легла ответственность за экономическое спасение семей и всей страны. Сегодня этот фундамент позволяет строить бизнес нового уровня. Подобные форумы имеют особое значение. Они не только объединяют профессионалов, но и подчеркивают роль женщины в современном мире, в экономике, в управлении, в социальной сферах. Сегодня женщины Абхазии играют активную и значимую роль в развитии нашего государства. Они успешно реализуют себя в политике, государственной деятельности, общественной жизни, бизнесе, образовании, культуре и во многих других областях. Ваш вклад в развитие нашей страны трудно переоценить. Уверен, что в ходе форума будут подняты актуальные и важные темы от устойчивого развития и инноваций до поддержки предпринимательства, в том числе в наших селах. Международный женский форум организован при поддержке Торгово-промышленной палаты Абхазии. Здесь уверены, будущее за креативной экономикой и инновациями, где женское лидерство играет ключевую роль. Женский бизнес сегодня – мощный драйвер экономики Абхазии, объединяющий инновации, социальное развитие и международное сотрудничество. Форум посвящен ключевым темам – устойчивому развитию, лидерству и инновациям. Особую значимость событию придает участие президента Республики Абхазия, подчеркивающее государственный приоритет женского предпринимательства. Особенно рады видеть деловых женщин, наших дорогих гостей из России, Южной Осетии, Белоруссии, Казахстана и Армении. В программе круглые столы по креативной экономике и женским стартапам, развитию сельских территорий и стратегиям устойчивого развития, а также пленарная сессия «Женское лидерство будущего. Устойчивость, ценности и инновации». Убежден, эти дискуссии станут платформой для новых проектов и соглашений. География участников проекта впечатляет: Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Турция и Южная Осетия. Вице-президент Торгово-промышленной палаты России Елена Дыбова подчеркнула, что женское предпринимательство в Абхазии имеет свои уникальные черты. Оно часто перерастает в устойчивый семейный бизнес. Абхазия обладает уникальными возможностями. Это не только потрясающая природа, красота, душа народа, которая, конечно же, все эти годы привлекает сюда всех тех, кто хоть раз побывал в Абхазии, все обязательно сюда возвращаются. Это культурное наследие. И особенно важно это то, что удивительно талантливые люди, особенно хочу сказать, конечно же, про женщин, красивых, ярких, эмоциональных. Это настоящее богатство Абхазии. Малый и средний бизнес – это фундамент экономики любого государства, любой территории, потому что он поддерживает социальную стабильность, формирует экономический пульс региона. Особое место среди малого и среднего бизнеса, как мы считаем, занимают именно женщины, но если посмотреть чуть дальше, это еще и семейные предприятия.
Они укоренены в местной среде, они выступают опорой для устойчивого развития. На сцену одна за другой поднимались женщины-лидеры, руководители фондов, госучреждений, крупных бизнес-объединений. Все они приехали в Сухум с единой целью – конвертировать личный успех в международное партнерство. Для Беларуси характерен высокий уровень занятости женщин, так же, как и в Абхазии. Благодаря политике, проводимой главой нашего государства, женщины Беларуси наравне с мужчинами участвуют в политической и общественной жизни, руководят предприятиями, малым и средним бизнесом, обучаются мужским профессиям, занимаются научными исследованиями и конструкторскими разработками, становятся олимпийскими чемпионами и летают в космос. Женское предпринимательство и инициативы являются мощным драйвером устойчивого развития. Сегодняшнее мероприятие – это уникальная площадка для диалога, обмена опытом и выработки новых идей, которые помогут укрепить дружбу и партнерство между нашими странами. Торжественную часть сменила плотная рабочая повестка. Пленарные заседания охватили самый широкий спектр тем – от формирования голубой экономики или устойчивого использования морских ресурсов до развития сельского хозяйства или внедрения IT-технологий. По итогам пленарного заседания форума деловых женщин-2026 можно сказать, что женское предпринимательство переходит уже от точечных инициатив к системной экономике. Сегодня достаточно подробно говорили о таких отраслях, как экспорт продукции, торговля, туризм, цифровизация. И можно сказать, что конкретные меры поддержки уже будут не просто как-то рассеяно или рассредоточено выдвигаться женскими организациями, но уже будут предлагаться конкретные предложения, в рамках которых женщины могут получать поддержку и от правительства Республики Абхазия, и от организаций, и от самого женского бизнес-сообщества. Так что итогом является то, что все-таки пришли к каким-то конкретным предложениям по дальнейшей работе и сотрудничеству с тем, кто хочет начать свой бизнес. Кстати, цифра немалая. Сегодня 40% малого бизнеса в Абхазии составляет именно женское предпринимательство. И эта цифра, конечно же, при определенной поддержке, несомненно, будет расти. Во второй половине дня работа форума переместилась на дискуссионные площадки. В рамках 3 панельных сессий участницы обменивались практическими кейсами до самого вечера. Насыщенная программа продолжится и завтра. Организаторы и гости форума приглашены на деловой завтрак первой леди Абхазии. Он пройдет в президентской резиденции в Синопе. Надежда Боровикова, Владимир Капуза, Абаза ТВ.